День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О самых главных из них расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Снюс официально под запретом. Депутаты республики поддержали инициативу главы Якутии Айсена Николаева по запрету продажи никотиносодержащих сосательных и жевательных смесей. И другое дело, мы можем приходить и говорить, что вы нарушаете закон, принимать меры. И вот еще раз говорю, это все направлено, чтобы защитить здоровье наших детей. 33 тысячи якутян будут трудоустроены в ближайшие 5 лет. В регионе продолжается реализация приоритетного проекта «Местные кадры в промышленность». 2 года работаю. Ну вот за 2 года студентов много уже пришло? Да, проходят, мы обучаем их, они вместе с нами работают. 3 города, 8 видов спорта и сотни лучших спортсменов. В Якутске стартовала 4-я спартакиада по зимним видам спорта. Подготовки были очень хорошие. Проводились сборы. Со всей республики набрали самых таких хороших спортсменов, у которых высокие результаты. Самые инициативные и неравнодушные люди республики. В столице региона прошел республиканский форум волонтеров культуры. Но я как министр культуры обязан быть волонтером культуры, правильно? Поэтому одним из событий, которые сегодня нам приехал участвовать на открытии, это была регистрация на сайте Министерства культуры Российской Федерации. Акция «Добрый февраль», объявленная нашим телеканалом, подходит к своему завершению. Расскажем, что еще мы успели сделать в рамках этого проекта. Мы активно пытаемся просить наших работодателей, чтобы они применяли механизм квотирования, исполняли его и трудоустраивали тех граждан, которые не могут в обычной конкурентной борьбе быть такими же полноценными участниками рынка труда, как обычные граждане. С икрой, сметаной или вареньем 1 марта вся страна отмечает один из любимых праздников – Масленицу. Вкусно, очень вкусно. Очень вкусно. Очень вкусные. Это ягоды. Президент России Владимир Путин провел в Кремле очередную встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию страны. Глава государства подчеркнул, что полностью согласен с поправкой, касающейся права Конституционного суда оценивать возможности исполнения или неисполнения на территории России решений международных институтов. По словам Владимира Путина, это напрямую связано с защитой нашего суверенитета, а также пресечением попыток вмешательства в наши внутренние дела. При этом президент сообщил, что уже поступило порядка 900 предложений. Тем временем Центр избирком России принял проект порядка проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Об этом заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Заместитель председателя Центра избиркома Николай Булаев уточнил, что на подготовку проведения общероссийского государственного голосования из федерального бюджета было выделено почти 14,8 миллиарда рублей. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки во 2-ю статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции России. Согласно этому, голосование пройдет 22 апреля в среду, и этот день будет объявлен оплачиваемым выходным днем. Тем временем коронавирус начал распространяться по странам СНГ и Прибалтики. Заболевшего россиянина обнаружили в Баку, куда он прибыл из Ирана. Кроме того, заразившиеся обнаружены в Минске, Эстонии и Литве. Также коронавирус обнаружен в Беларуси и Азербайджане. Власти этих стран подтвердили в пятницу наличие заболевших на своей территории. В Минске инфекцию выявили у студента из Ирана. В столице Азербайджана заболевание выявлено у гражданина России, также вернувшегося из Исламской Республики. О первом случае коронавируса заявили и в Таллине. Заболевший также иранец. Он приехал автобусом через Латвию. В самом Иране количество заразившихся близится к 400. Более 30 человек скончались. О первом случае заболевания заявили также в Литве. Это женщина, вернувшаяся в страну из итальянской Вероны. Всего же в мире коронавирус выявлен более чем у 83 тысяч человек. Не пережили болезни более 2000.
Из-за вспышки инфекции с 1 марта временно приостановят авиасообщение с Южной Кореей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам брифинга оперативного штаба. Тем не менее, в страну продолжат выполнять рейсы «Аэрофлот» и «Аврора». Схема приема самолетов будет такой же, что и в случае с Китаем. В специально подготовленном и оборудованном терминале в аэропорту Шереметьево. По последним данным, число заболевших новым коронавирусом в Южной Корее превысило 1200 человек. Также зарегистрировано 12 летальных исходов. Что касается Китая, на заседании штаба было решено продлить ограничение рейсов, следующих в Китайскую Народную Республику, как минимум до 1 апреля. Как вы знаете, принято решение на уровне Российской Федерации с 1 марта закрыть границу и с Корейской Республикой. Будет оставлен, пока предполагается, что только один шлюз, это в Шереметьево, авиакомпания «Аэрофлот». Поэтому, все меры для недопущения завоза коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации предусматриваются и правительством Российской Федерации, в том числе и правительством Республики Саха-Якутия. Ну а ситуация с коронавирусом в нашей республике находится под контролем. Об этом сообщила также министр здравоохранения Елена Борисова. Зафиксировано 22 человека, которые обратились за помощью в медицинские организации, прибывшие из стран Азии с признаками ОРВИ. Анализ на коронавирус у всех показал отрицательный результат. Между тем, в республике наблюдается подъем уровня заболеваемости ОРВИ на 11% по всем возрастным группам. В связи с возможной угрозой распространения коронавируса откладывается на неопределенный срок проведение международного турнира по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Турнир должен был пройти с 6 по 8 марта в городе Якутске. Соответствующее решение было принято на экстренном совещании оперативного штаба правительства республики по недопущению завоза и распространения на территории Якутии коронавирусной инфекции. Также под угрозой срыва международные спортивные игры «Дети Азии», которые должны пройти в этом году в Омане. Еще 24 февраля в Султанате были официально зарегистрированы случаи коронавируса. 2 зараженных, а спустя 2 дня эта цифра увеличилась до 4. По словам генерального директора Международного комитета игр Владимира Максимова, нельзя рисковать здоровьем детей. Вопрос организации игр обсуждается, решение будет принято в самое ближайшее время. Ну и к другим, не менее важным темам. Якутия стала одним из регионов страны, где официально на законодательном уровне запретили продажу некурительных, жевательных и сосательных смесей, под которые попадает и распространение снюса. Депутаты Госсобрания Илтумен на этой неделе единогласно поддержали инициативу главы региона Айсена Николаева о запрете продажи снюса. Напомню, 20 декабря глава республики дал поручение правительству разработать законопроект о запрете оптовой и розничной продажи любых сосательных и жевательных смесей, которые содержат никотин или его производные, а также аналоги. Какие изменения были внесены в закон республики и какие еще поправки приняты народными депутатами, расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Еще 28 ноября прошлого года депутаты Государственной Думы России внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий торговлю любыми сосательными и жевательными никотиновыми смесями. На сегодняшний день законопроект еще не принят и находится на рассмотрении. Региональные власти, не дожидаясь федерального закона, начали принимать свои. Одним из первых в стране о запрете продажи снюса приняли в Татарстане. Там с 24 декабря 2019 года за вовлечение детей и подростков в употребление наркотиков ввели штраф от 3 до 150 тысяч рублей. В тот же день похожий законопроект приняла и Курганская областная дума. Инициатива о запрете снюсов также рассматривается сегодня в Краснодарском и Приморском краях, Пензенской и Ульяновской областях. Теперь и в нашем регионе официально запретили продажу снюса. Одно дело ходить и указывать грязно, да, и не имея на то права. И другое дело, мы можем приходить и говорить, что вы нарушаете закон, принимать меры. И вот еще раз говорю, это все направлено, чтобы защитить здоровье наших детей. Изменения коснулись Кодекса Республики об административных правонарушениях. Новым подпунктом дополнена 2 глава статьей 2.8 о запрете жевательных и курительных смесей, содержащих никотин и или его производные. Отныне за нарушение данного законодательства предусматривается административный штраф, сумма которого от 3 до 100 тысяч рублей.
Еще один значимый законопроект в первом, во втором и в окончательном чтении народные депутаты приняли касаемо поддержки детей войны. Если ранее проектом закона детьми войны считались рожденные с 3 сентября 1927 года до 3 сентября 1945 года, то поправки в законопроект расширяют границы этого списка. Увеличено количество граждан, относящихся к этой категории детей, детям-сиротам. Да? Раньше относились несовершеннолетние, родившиеся до 3 сентября 1945 года. Сейчас мы продлили срок до 31 декабря. Год Победы в целом охватили. Да? Этим самым вот сейчас в списке детей-сирот таких граждан увеличилось на 898 человек. Также законопроект расширяет возможности социальной меры поддержки таких детей. Теперь детям войны могут рассчитывать государственную бесплатную медицинскую помощь, в том числе прохождение ежегодной диспансеризации и на денежную выплату ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в порядке, утвержденном главой региона. Установлена денежная выплата в День Победы детям-сиротам. Это размер будет определяться и частота вот такой выплаты будет отдельно указом главы республики устанавливаться. В целом, по итогам пленарного заседания депутаты в окончательном чтении приняли 17 законотворческих инициатив и 10 постановлений. Из 39 вопросов повестки заседания многие вопросы были отложены на рассмотрение на следующее заседание, так как были спорные моменты. Так, большой спор среди депутатов вызвало рассмотрение законопроекта о внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Республики о региональном госнадзоре в области технического состояния самоходных машин и других видов техники. Так, инициативная группа предлагает ввести поправки в страхование самоходной техники при смене владельца. Ныне ситуация есть точно такая же. Любая техника у нас должна быть застрахована. Почему страхование у нас проходит? После этого проходит технический осмотр. Вот здесь задавался такой вопрос. И поэтому вопрос не меняет саму систему страхования прохождения технического осмотра. Но есть пробел в законодательстве о том, что при продаже, при смене, то есть при смене владельца, происходит вроде бы как бы выпадание. И новый владелец вроде бы как бы не должен страховать. Он должен либо по старой страховке ездить, либо, значит, не страховать свою технику вообще. Законодательство предусматривает именно вот изменения в этом. Многие депутаты сочли, что данный проект закона в будущем может создать жителям отдаленных сельских поселений ряд проблем, так как многие из них не могут выбраться за пределы своих поселений из-за сложности транспортной логистики, в том числе и из-за географических особенностей, и предложили инициативной группе учесть все эти нюансы и расписать полностью все непонятные моменты. В первом чтении данная инициатива была принята, но, как обещали инициаторы, все вопросы будут учтены и рассмотрены до 20 апреля. Правильно принято решение о том, что будет рассматриваться вопрос по поводу дополнительного. И мы будем смотреть. И вопрос будет не только касаться именно данной техники, как проходить страхование, но вопрос будет еще рассматриваться по поводу качества топлива, которое идет. Это вот сейчас уже мы разговариваем с коллегами-депутатами, и они вносят дополнительное предложение. Поэтому вопрос сегодня открыт. В целом, на рассмотрение на следующее внеочередное пленарное заседание были перенесены 12 вопросов. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Ну а сейчас мы ненадолго прервемся и смотрите в продолжении программы. 33 тысячи якутян будут трудоустроены в ближайшие 5 лет в рамках проекта «Местные кадры в промышленность». Зимняя, или как ее называют, белая олимпиада открылась соревнованиями в Якутске. В программе соревнований появились новые виды. Ну а мы продолжаем. В Алдане группа активистов потребовала от прокуратуры наказать главу города за бездействие в вопросе содержания дорог. Чем вызваны их требования и как решается проблема, разбирались наши корреспонденты. 27 февраля, рабочий день, 15:00 местного времени. Порядка 4 десятков человек собрались у алданской прокуратуры для сбора подписей под заявлением на бездействие главы города Алдана по содержанию дорог в зимний период. На встрече, как ее мягко обозвали, присутствовал мэр Бугай, за порядком следила полиция. Активисты были на взводе и требовали кардинальных мер, а заявления и видео выложили в социальных сетях.
27 февраля 2020 года в прокуратуру района поступило коллективное обращение жителей города Алдан по вопросу ненадлежащего содержания дорог общего пользования на территории указанного муниципального образования. Заявление прокуратуры района принято к рассмотрению. В кратчайшие сроки по доводам обращения организована проверка с привлечением сотрудников УГИБДД и ОМВД РФ по Алданскому району. На утро 28 февраля мэр города Бугай пригласил активистов схода у прокуратуры на конструктивный диалог, но никто не пришел. Я просто людей предупредил и попросил быть взаимовежливыми не только там на проведении, но и в соцсетях. Потому что человек от настроения бывает боевой настрой, а есть настрой такой, что хает всех. Но главное, что я вчера на митинге, то есть на встрече, да, не услышал действенных предложений. Когда есть реальный результат и реальное движение, да, совет, указания на недостатки, это реально. А когда есть только дешевый имидж, это нет. Нынешний февраль отличился количеством осадков, которых выпало почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому силы техники у подрядчика, отвечающего за дороги, просто не хватало. Весь снег, я еще раз говорю, не вывезем. Сегодня мы вывезли 78 тысяч кубов. Это превышение нормы по сравнению с прошлым годом на порядка 30 тысяч кубов. Прокуратура совместно с ГИБДД района провела проверку и наложила на должностных лиц административное наказание. По результатам проверки в адрес главы МЭО город Алдан внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. Также в отношении ответственных должностных лиц администрации и юридического лица МЭО город Алдан возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 12.34 КАП Российской Федерации. Санкция указанной статьи предусматривает административные наказания для должностных лиц от 20 до 30 тысяч, для юридических лиц от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Рассмотрение мер прокурорского реагирования и фактическое их устранение находится на контроле прокуратуры района. Обстановку усложнили взаимоотношения между администрацией города и муниципальным унитарным предприятием Алданского района «Алданские пассажирские перевозки», которая имеет технику и много лет занималась содержанием дорог в Алдане. В этом году АПП на торги не выставилась, мотивируя свой отказ низкой тарифной ставкой. 22 миллиона 170 тысяч разыгранный контракт. Идут процедура подписания. 5 марта контракт подписываем. Выиграла ООО «Ассоциация строителей АЯМ». Не дожидаясь контракта, вчера попросил выйти в счет будущего контракта отработка. С сегодняшнего дня выходит дополнительная техника на город. По мере сил и возможностей центральные улицы города чистятся и посыпаются, но активистам этого мало. «Безумству храбрых поем мы славу», сказал великий пролетарский поэт Максим Горький. Но какую славу будут пожинать и какие песни петь, покажет время и сентябрьские выборы глав муниципалитетов. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Мы обязательно продолжим следить за этой ситуацией. Очень хочется верить, что зимние дороги в Алдане наконец-то станут действительно безопасными. И к другим темам. По приоритетному проекту «Местные кадры в промышленность» до 2025 года в республике должно быть трудоустроено порядка 33 тысяч граждан, постоянно проживающих на территории региона. Программа действует с 2017 года, и на сегодняшний день ее реализуют уже более 20 профильных предприятий. Что поменялось за время работы этого проекта? Ульяна Шагина изучила всю статистику. Сергей с детства умеет водить большегрузную технику. Закончив школу, решил сразу поступать в автодорожный техникум, чтобы, отучившись на бульдозериста, сразу трудоустроиться по специальности. По-моему, сейчас в наше время профессия промышленности востребована. Я планирую работать одновременно, заочно учиться в вышке. 2 года работаю. Ну вот за 2 года студентов много уже пришло? Да, проходят, мы обучаем их, они вместе с нами работают. За руль бульдозера будущих специалистов, конечно же, сразу не посадят. Вначале им нужно научиться их ремонтировать. Практика в этой мастерской продлится ровно 3 месяца. В этом году практику в Якутдорстрое пройдут порядка 50 студентов. Это единственное предприятие, с кем техникуму удалось подписать соглашение о совместном сотрудничестве. Из-за удаленности промышленных предприятий от столицы отправлять их на практику в другой район – сложная задача. Наших студентов на практику не берут. К сожалению, они
находится за нашей территорией, то есть на территории города таких предприятий практически нет. Я думаю, те заведения, которые находятся на территории города, они все испытывают такую проблему. Несмотря на это, в прошлом году 10 выпускников техникума смогли найти работу по специальности на промышленном предприятии. Большие компании сами идут навстречу молодым специалистам. Более того, стараются организовывать практику и для студентов. Среди молодежи, конечно, и безработица она высокая, не только в Якутии, но и в целом по стране, да, исходя из того, что нет у молодых людей опыта. Поэтому сейчас обсуждаем вопросы прохождения производственной практики на промышленных предприятиях. Так. Это стажировка, это трудоустройство непосредственно, чтобы это наставничество, вот такие инструменты и методы, которые они опробированы временем, мы их совместно и с Министерством промышленности, Министерством образования и науки, конечно, внедряем. Компания «Сахатранснефтегаз» организовывает такую практику более 200 студентам ежегодно. Лучшие из них после получения диплома остаются работать здесь на постоянной основе. Наставники на местах назначаются для прохождения производственной практики, и они все наблюдают за ними. Кто как работает, кто как относится к прохождению производственной практики. И, соответственно, после выпуска, когда эти ребята к нам приходят, отдают предпочтение тем, кто проявил себя во время прохождения практики. Республиканский проект «Местные кадры в промышленности» уже доказал свою эффективность. Благодаря программе каждый год работу на стратегически важных предприятиях региона находят порядка 10 тысяч якутян. С этого года проект охватит не только промышленность, но и другие отрасли экономики – транспортную, строительную, энергетическую и дорожное хозяйство. Это будет сделано в целях сохранения темпов трудоустройства местных граждан и снижения уровня бедности населения. Я думаю, что она себя оправдывает на сегодняшний день. Очень серьезно. Так, она реальная программа. Сегодня движение целое она идет. И не только Госкомитет. Да. Сегодня общественные организации, смотрите, да, фонд содействия развитию Севера, например, да, и профориентация идет. Сегодня по линии Министерства молодежи тоже всякие акции идут, да, молодежь, промышленность и так далее. Но это, я думаю, что это всеобщее дело в целом. В этом году потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения, составила более 9 тысяч человек, что на 3,9% больше показателей прошлого года. И больше половины из них – это спрос на рабочие профессии. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутия. День за днем. Тем временем стартовала 4-я спартакиада по зимним видам спорта. Ее принимают у себя Якутск, Алдан и Нерюнгри. В этот раз белая спартакиада проходит в новом формате. То есть в зачет пойдут результаты всех чемпионатов и первенств, включенных в программу. В отличие от прошлых соревнований, в этот раз команды будут состязаться в 8 видах спорта. Прибавились спортивное ориентирование на лыжах и биатлон. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. 4-ю спартакиаду по зимним видам спорта открыли чемпионаты и первенства по северному многоборью и шорт-треку. Программа турнира по северному многоборью привычна. Тройной прыжок, бег с палкой по пересеченной местности, метание аркана на хорей, метание топора на дальность, а также прыжки через нарты. В свои 16 Георгий уже опытный спортсмен. Он тренируется с малых лет. В спорт его привел отец и по совместительству тренер Николай Сафронов. Георгий уже и не припомнит, сколько раз выступал на первенстве республики, но к каждому готовится с полной отдачей. Подготовки были очень хорошие. Проводились сборы. Со всей республики набрали самых таких хороших спортсменов, у которых высокие результаты. Были сборы в Нерюнгри. Было около 30 с чем-то детей. Мужчины, женщины тоже. Там вместе все тренировались. Набрались опыта. Конкуренция возросла, конечно. Сейчас уже у нас в возрасте 20 с чем-то детей. Это очень много. До этого было где-то 11, 13-14 где-то. Одна из целей соревнований – отобрать спортсменов для включения в сборную Якутии по северному многоборью. Но некоторые участники уже являются членами сборной команды и на состязаниях прежде всего защищают честь родного района. В их числе и Илона. Северным многоборьем она занимается 4-й год, но уже стала мастером спорта России. В чемпионатах республики у нас бывает и по 10, я говорю за женщин, считай сейчас свою категорию, да, и по 10 женщин. То есть сейчас у нас 25. Но я считаю, что это очень здоровая конкуренция, и несмотря на это,
растет уровень соревнований в республике Саха-Якутия. То есть желающих заниматься этим видом, возможно, станет больше после этого. Кто-то занимается первый раз, ему понравится, и он останется в этом виде спорта. Чемпионаты и первенства по Северному многоборью продолжили состязания по метанию аркана на хорей. Спортсмены сменили кроссовки и шорты на теплую форму. У каждого спортсмена свои комфортные погодные условия. Кому-то удобно и при ветре 2 метра в секунду, кто-то вполне комфортно чувствует себя при 5. Однако объединяет их усердная подготовка к соревнованиям. Вообще были сборы получается, в феврале. Вот. Мы тренировались, да, тренировались упорно. Так. То есть, если там прыжки через нарты, там тройной прыжок, мы тренируемся в зале. А если там метание аркана, там топора, то на улице. Довольна своей работой или не очень? Могла бы лучше? Ну, могла бы лучше, да, но соревнования пока еще не закончились, так что впереди важнейшие 2 еще вида, то есть метание топора и прыжки через нарты. В этом году в соревнованиях по Северному многоборью принимают участие рекордное количество спортсменов – 127 участников из 23 районов республики. Больше соперников, значит и больше конкуренция. Состязания проходят среди юниоров, юниорок, мужчин и женщин. Также на нынешних соревнованиях включили категорию ветеранов. От 35 лет и выше участники, мужчины, являются ветеранской категорией. Там есть у нас рекордсмены республики. Из Илийского района есть Николаев Николай, участник игр Дыгына и призер многократных соревнований. А также есть участник игр Дыгына Николай Матананов. И есть чемпион мира по метанию аркана Альберт Погадаев. Якутск также принял чемпионат и первенство республики по шорт-треку. На арене Ледового дворца Элей-Ботр встретились 53 конькобежца из 11 районов и столицы республики. Однако уровень мастерства у всех сильно разнится. Шорт-трек пока еще экзотика для алданцев. В Алдане нет такого вида спорта. Только вот в этом году наша администрация закупила форму, коньки. И думаю, что в дальнейшем будет такой вид спорта. Командные турниры прошлых зимних игр 3 года подряд выигрывала сборная Алмазного края. Но на этот раз она отступила. У нас свой дворец спорта. Кимберлит называется. Я тренирую малышей. У нас есть второй тренер. Он тренирует взрослых детей. Тоже тренируемся, занимаемся, стараемся, растим чемпионов. Основное соперничество развернулось между командами Якутска и Амгинского района. В результате победа досталась столичным спортсменам. На 3-ю ступень поднялись конькобежцы из Алмазного края. Этот год стал особенным. Результаты чемпионатов и первенств пойдут в зачет 4-й спартакиады по зимним видам спорта, проходящей в новом формате. Одно из главных спортивных событий 4-летия в Якутии объединил в себе все чемпионаты республики по зимним видам спорта, включенных в программу. С одной стороны хорошо, но с другой стороны, мне кажется, было бы все-таки лучше, если бы их не соединяли. Потому что, допустим, кто-то бы проанализировал свои ошибки с чемпионата республики и потом уже сделал, допустим, правильный вариант, скажем так, на зимней спартакиаде. Также в Якутске пройдут соревнования по хоккею с 23 по 28 марта и чемпионат по спортивному ориентированию на лыжах с 27 по 29 марта. В Нерюнгри встретят соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду с 26 по 30 марта. И в Алдане состоятся чемпионаты по лыжным гонкам и биатлону с 7 по 12 апреля. Юрий Осипов, Григорий Николаев, Якутия. День за днем. Сейчас мы снова ненадолго прервемся и буквально через минуту продолжим. Не переключайтесь. Акция «Добрый февраль», объявленная нашим телеканалом. Что еще было сделано и кому удалось помочь? Самые отзывчивые и неравнодушные в столице республики прошел форум волонтеров культуры.
Челлендж «Рингтон Победы», запущенный нашей телекомпанией, становится международным. В Казахстане владелец YouTube-канала о рыбалке Мейрам Калмаганбетов присоединился к нам. Мои друзья из НВК «Саха» запускают акцию «Рингтон Победы» в память о подвигах воинов в Великой Отечественной войне и в честь 75-летия победы над фашистской Германией. «Принимаю эстафету от Вячеслава Бродникова», сказал он. Блогер предложил принять участие в акции владельцам YouTube-каналов «Рыбалка с нами» и «Рыбалка-рыбалочка». Эстафета продолжается. Ребята, распространяйте. Как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Это день победы. Еще один популярный блогер, на этот раз из Калининградской области, ведущий YouTube-канала «На рыбалке» Владимир Колтунов, тоже присоединился к акции «Рингтон Победы». Друзья, снова всем привет. Значит, Вячеслав Бродников, канал «Клевая рыбалка» из Якутии, передал мне такую эстафету в честь 75-летия Победы, чтобы все установили себе на телефоны рингтоны Победы. Я, например, себе установил смуглянку-молдаванку, которая мне очень нравится. И эту эстафету я передаю Жене Девятову, канал «Рыбалка-68». Поэтому, Женек, присоединяйся, передавай ее дальше. Всем спасибо за внимание, всем пока. Напомню, каждый желающий может принять участие в челлендже «Рингтон Победы» и установить на своем телефоне в качестве мелодии одну из песен военных лет. Композицию можно скачать в приложении iTunes или с любого сайта для владельцев Android. Но акция «Добрый февраль» телеканала «Якутия-24» подходит к своему завершению. Одним из добрых дел наших сотрудников стала организация экскурсий в зоопарк Орто-Дайду для 11 юных гимнасток из Хангаласского улуса, успешно выступивших в начале февраля на 2 всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике. Сюжет Виолетты Засимовой. Маленьких воспитанниц клуба художественной гимнастики «Бриллианты Эркени» ждали в зоопарке Орто-Дайду на мероприятие, посвященное Международному дню белого медведя, который во всем мире отмечается 27 февраля. В якутском зоопарке эту дату было решено отметить в пятницу, в преддверии выходных. Для посетителей была подготовлена развлекательная программа, включающая в себя показательное кормление Ломоносова, викторину и тематическую выставку. Международный день белого медведя мы проводим с самого появления Колыманы и Ломоносова в зоопарке Орто-Дайду. То есть это 8-й раз. В этом году 8-й раз. Пожалуй, самым волнующим для девочек стал момент кормления праздничным тортом Ломоносова. Белого пушистого гиганта угощали тортом из замороженных фруктов, овощей и рыбы. Ломоносов, покажи нам торт. Ломоносов, покажи нам торт. Нам не видно торт. О, вот смотрите, какой тортик. Далее в кафе зоопарка маленьким гимнасткам устроили показ свежих записей с камер видеонаблюдения, установленных в теплом вольере Колыманы и ее детеныша. Оказывается, буквально на днях одна из камер зафиксировала первые шаги белого медвежонка, а девочки первыми увидели этот трогательный момент. Очень любознательный, везде лезешь, везде хочет все понюхать, узнать. Вот все, видите, вынюхивает. Какой пухленький. Затем сотрудники зоопарка рассказывали о первом отпрыске Колыманы и Ломоносова Харчане, которая сейчас находится в Ленинградском зоопарке. Также о белой медведице Умке Аяне, спасенной в 2017 году среднеколымскими рыбаками от голодной смерти. Об Умке Аяне в свое время выпустили детскую книжку-раскраску. От имени зоопарка девочкам вручили по экземпляру этой познавательной книжки. Ну скажите, понравилась вам экскурсия? Очень понравилось. Мне очень было интересно. Спасибо зоопарку Орто-Дайду и телеканалу Якутия-24. Для маленьких гимнасток визит в якутский зоопарк завершился чаепитием с поеданием торта, на сей раз сладкого. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. 5 лет в поисках работы. В редакцию нашего телеканала обратился 25-летний Михаил Чекуров. Он инвалид 2-й группы и уже много лет мечтает найти работу. Готов взяться буквально за любое дело. И мы в рамках акции «Добрый февраль» постараемся помочь Михаилу. Репортаж Анастасии Кобузевой.
Вот так. На протяжении уже 5 лет Михаил Чекуров приходит в Центр занятости города Якутска. Герой нашего сюжета – инвалид 2-й группы. Найти работу ему помогают и специалисты, и родственники. Но пока все безрезультатно. Трудоустроиться человеку с ограниченными возможностями здоровья по-прежнему сложно. Не каждый человек готов взять на работу именно такого человека, как меня. Очень трудно его научить. Но Миша не унывает. По специальности он оператор электронного набора и верстки. А еще у него есть хобби. Он ведет канал на YouTube и рассказывает своим подписчикам о новых фильмах. К слову, зрителей уже достаточно, более 500 человек. На вопрос, с какой бы он хотел получить работу, с улыбкой отвечает. Естественно, появится тебе год, думаю, президента хотел бы. Это мои фантазии. А так, любая работа. Но, как показывает практика, спрос на специалистов с ограниченными возможностями здоровья небольшой. Причин много. Основная – для таких сотрудников нужно создавать особые условия работы. В Якутске, например, в прошлом году в Центр занятости обратились порядка 450 человек с инвалидностью. Трудоустроить удалось лишь половину. Мы активно пытаемся просить наших работодателей, чтобы они применяли механизм квотирования, исполняли его и трудоустраивали тех граждан, которые не могут в обычной конкурентной борьбе быть такими же полноценными участниками рынка труда, как обычные граждане. В Центре занятости говорят, что Мише подошла бы работа, которая предполагает выполнение простых функций. Например, курьер. Несмотря на все его трудности, он очень исполнительный и очень честный и ответственный человек. Потому что такие качества, они действительно ему присущи, и он может работать и выполнять работу, которая ему поручена. Мы очень надеемся, что после просмотра этого сюжета Мише наконец поступит предложение от работодателя. Он, как и многие другие люди с ограниченными возможностями здоровья, хочет, чтобы в нем видели не инвалида, а специалиста. Анастасия Кобызева, Георгий Григорьев, Якутск. Ну а съемочная группа Ленского филиала телеканала «Якутия-24» в рамках акции «Добрый февраль» начала заниматься решением вопроса, чтобы выделили средства для перепланировки санузла в квартире одиноко проживающей пенсионерки-инвалида. Рассказывает Анна Кожевникова. Людмила Иосифовна Жданова – человек с активной жизненной позицией, общительный и всегда позитивный. Но в 2017 году ее настигла беда. Она потеряла обе ноги. Это последствия сосудистого заболевания. В 2017 же Людмила Иосифовна похоронила мужа. Все бы ничего. Она человек старой закалки и не привыкла пасовать перед трудностями. Что плакать-то? Живы, да и ладно. Люди хуже живут. Мне-то что? С утра уже прибежали ко мне. Людмила Иосифовна даже балует всех соседей собственной выпечкой. И с их стороны без внимания не остается. Людей вокруг хороших много, признается женщина. Все помогают. Вчера он картошку привезли. Ванюшка больной занес мне ее. Ну, инвалид. Все время бегает. Тетя Люда, чем помочь? И тетя Люда его кормит. Ну что, свои же люди. В соцзащите о трудностях Людмилы Иосифовны знают. Приходит к ней и женщина-соцработник, чтобы помочь по дому. Жданова Людмила Иосифовна у нас обслуживается с 24 декабря 2018 года, чуть более года. Ходит к ней социальный работник, взяли по заявительному характеру. Передвигается она по квартире при помощи технических средств реабилитации, коляска, значит, испытывает трудности, конечно, при выполнении гигиенических услуг. Поэтому социальный работник Ольга Васильевна Перервенко, чем может, тем помогает. Сейчас нуждается она в том, чтобы ей облегчить ванную комнату или что-то, чтобы ей была возможность хотя бы частично себя обслуживать. Сегодня же попасть в собственный санузел и ванную комнату Людмила Иосифовна не может. Невозможно въехать мне туда. Я не же перегорожена. Так бы было хоть и вместе. Поэтому ко мне все время люди и бегают. Раз бабку забросят, позвоню соседей. Помогают, да? Конечно. Я им помогаю, а они мне.
А произвести такие масштабные работы тут общественной помощью не обойтись. Во-первых, надо получить разрешение у городской архитектуры. Главный архитектор рада посодействовать человеку в такой трудной ситуации, но необходимо подготовить проект. Это первоочередная задача, за которую взялась наша съемочная группа. Далее надо найти финансовую возможность. Оплатить ремонтные работы могут в рамках социальной программы, как сообщили нам в районной администрации. Начиная с этого года мы еще мероприятия реализуем те, которые были у Управления социальной защиты населения. То есть теперь все у нас здесь, что называется, в одних руках. Сумма прописана не более 50 тысяч рублей. Нет в многоквартирном доме и пандуса. Сегодня мы от ленского филиала НВК «Саха» подготовили письма в адрес ведущих компаний недропользователей с просьбой об оказании материальной помощи и будем добиваться решения этой проблемы. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. И, конечно, завершая нашу акцию «Добрый февраль», мы никак не могли остаться в стороне от просьбы помочь провести праздник Масленицы для одиноких пенсионеров и детей из многодетных семей. Мероприятие традиционно проводит столичная социальная столовая, и коллектив нашего телеканала с радостью откликнулся на этот призыв. Сегодня в социальной столовой 3-й год подряд проводим праздник Масленицу. Здесь собрались посетители столовой, которые приходят и получают полноценные бесплатные обеды. Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Здесь есть и ветераны, и инвалиды, малообеспеченные пенсионеры, многодетные семьи. Делаем 2-й год праздник вместе пенсионеров и ребятишек, чтобы дети видели стариков, чтобы было какое-то уважение, любовь, связь поколений. Одинокие старики, чтобы опять почувствовали себя, что это семья, одна большая семья. В общем, праздник такой семейный, домашняя, уютная обстановка. Сейчас мы снова ненадолго прервемся и смотрите буквально через минуту. Куда сходить и что посмотреть, расскажем, как украсить свои будни на следующей неделе. Как всегда, шумно, весело и вкусно. 1 марта праздником Масленицы завершается сырная седмица перед Великим постом. Ну а мы продолжаем программу. В Якутске прошел республиканский форум волонтеров культуры. Для его участников подготовили различные мастер-классы, а также образовательные площадки. Напомню, программа «Волонтеры культуры» разработана и проводится в рамках федерального проекта создания условий для реализации творческого потенциала нации. Подробнее в сюжете Саргаланы Неустроевой. Стать участником форума решило более 200 человек. Это самые инициативные и неравнодушные люди республики. Иными словами, волонтеры. Здесь они могут не только узнать, как сохранить памятники культурного наследия, но и реализовать свои творческие и социальные проекты, организовать волонтерские программы крупных событий и даже туристические маршруты. Форум волонтеров культуры проходит очень интересно, насыщенно. И мы, волонтеры Якутии, тоже свои проблемы, свои идеи тоже ей подсказали. Поэтому надеемся, что вот эти все вопросы будут решены. Просветить якутских волонтеров приехали и из других регионов страны. Так, в этом году форум посетил основатель проекта «Том Сойер Фест» Андрей Кочетков. Том Сойер Фест – это такая добровольная низовая инициатива, которая, когда люди действительно собираются и занимаются, в первую очередь, ремонтом фасадов исторических зданий, прежде всего деревянных. Я надеюсь, что Том Сойер Фест появится и в Якутии. Дело в том, что мы никогда никого не навязываем. Мы хотим, чтобы эта инициатива исходила именно от каких-то группы из этого города. Мы не рассказываем, что нужно делать, мы, наоборот, помогаем этим инициативным группам не наступать на наши грабли. Одной из целей форума стало не только объединение всех волонтеров, как республики, так и страны в целом. Руководитель дирекции движения «Волонтеры культуры» также отметила важность понимания своих задач и то, какими инструментами располагать добровольцы в настоящее время. Ведь самое главное в деятельности участников форума не слова, а действия.
Важно сделать максимально продуктивным эту встречу. И мы постарались привести такие форматы, которые направлены на общение друг с другом и на то, чтобы поделиться теми инструментами, которые реально работают. Не просто утвердить важность, обозначить важность волонтерства, а что реально сделать для того, чтобы, первое, стать волонтером культуры, открыть волонтерские центры в сфере культуры, пройти обучение, например, у нас есть онлайн-курс, найти методические рекомендации о том, собственно, что делать для того, чтобы развивать те или иные направления. И важно отметить, что те волонтеры, которые сюда приехали, они максимально заряжены. Они не все, конечно, знают до конца, чем занимается волонтеры культуры, но здесь важен интерес и важно желание узнать что-то новое. Значимость деятельности инициативных граждан отметил и министр культуры и духовного развития республики. Как и остальные участники форума, министр прошел регистрацию на портале «Добровольцы России» и теперь полноправно считается волонтером. Но я как министр культуры обязан быть волонтером культуры, правильно? Поэтому одним из событий, которые сегодня приехал участвовать на открытии, это была регистрация на сайте Министерства культуры Российской Федерации «Волонтеры культуры» онлайн. Да, я прошел эту регистрацию, у меня есть бейджик, теперь я по этой клемме через телефон всегда могу участвовать в движениях. Но и следующий мой шаг – уже самому стать волонтером, заявиться, участвовать в мероприятии. Проблема сохранения памятников культуры в Якутии довольно обширна. Однако общими усилиями добровольцев удалось сохранить значительную часть исторических зданий Якутска. А это значит, что жители города все еще могут не только узнать свою историю, но и увидеть ее. Сарглана Неустроева, Павел Пахомов, Якутск. Ну а культурная жизнь столицы традиционно не стоит на месте. Не только в выходные, но и в будние дни театры и кинотеатры Якутска готовы распахнуть свои двери для зрителей. О том, что и где можно посмотреть на следующей неделе, знает и расскажет мой коллега Александр Хавренко. Кинотеатры и театры города приготовили для зрителей много всего интересного. И начнем мы с обзора киноновинок. На большой экран вышел биографический вестерн «Подлинная история банды Келли». Фильм о знаменитом бандите Неде Келли, от упоминания имени которого дрожала вся полиция. О его дерзких ограблениях банков слагали легенды. А за его голову была назначена огромная награда. Нед Келли – один из самых противоречивых персонажей мировой криминальной истории, которого многие считали благородным разбойником и реальным Робином Гудом. В кинотеатрах с 27-го. Для любителей пощекотать нервы в прокат вышел отечественный фильм ужасов «Яга. Кошмар темного леса». В центре сюжета молодая семья, которая переехала в новую квартиру на окраине города. Нанятая ими для новорожденной дочери няня быстро вошла в доверие. Однако старший сын Егор рассказывает о пугающем поведении женщины. Но родители ему почему-то не верят. Мам. Также смотрите в кино драму «Просто помиловать». История из жизни молодого адвоката Брайана Стивенсона и его борьбе за справедливость, имеющая историческое значение. Окончив Гарвардский университет, Брайан мог выбрать любую прибыльную работу. Однако вместо этого он отправляется в Алабаму, чтобы защитить тех, кто был ошибочно осужден. Одним из первых дел, получивших наибольшую огласку, стало дело Уолтера Макмиллена, приговоренного к смертной казни за убийство 18-летней девушки. Несмотря на имеющиеся доказательства его невиновности и тот факт, что единственным свидетельством против него было показание преступника, имеющего основания лгать, Уолтер все же приговорили бы к смерти, если бы не Брайан Стивенсон. Театр эстрады приглашает на спектакль-биографию «Христофор». Спектакль расскажет о нескольких этапах из жизни Христофора Максимова, когда его имя начинает греметь по всей республике, когда люди стали толпами ходить на его концерты. Время, когда он встретит свою вторую и последнюю любовь Христину, когда Христофор Трофимович узнает на себе все блага известности и ее обратную сторону. В воскресенье русский театр покажет очень простую историю. Спектакль «Притча», позволяющий зрителям взглянуть на житейские проблемы с другого ракурса. Главными героями являются не только люди, но и домашние животные, и даже ангелы. Сюжет развивается, когда молодая девушка Даша узнает, что беременна от любимого человека Алеши. Но ее родители недолюбливают как самого Алешу, так и его родителей. Они настаивают на аборте. Узнав об этом, домашние животные пытаются спасти неродившегося ребенка. Ради него они готовы пожертвовать даже собой. А в театре оперы и балета можно будет посмотреть экспериментальную постановку «Дитя и волшебство». Это история о непослушном ребенке, которого решили перевоспитать обиженные им предметы. Пройдя через испытания, дитя открывает в себе новое чувство, сострадание и возвращается в реальный мир. Разнообразная музыка, множество персонажей,
у каждого из которых своя небольшая, но яркая партия. Постоянная смена действия не дает заскучать зрителям ни на минуту. В понедельник театр оперы и балета приглашает юных зрителей и их родителей на любимый балет-сказку «Золушка». Балет «Золушка» Сергея Прокофьева – один из самых любимых во всем мире. Он позволяет нам мечтать, верить в лучшие человеческие качества, в то, что добро всегда побеждает зло. Сергей Прокофьев сочинил «Золушку» в традициях классического романтического спектакля «Сказки» с обилием вариаций, дивертисментом и апофеозами, построенными на вальсах. Во вторник на сцене театра оперы и балета состоится концерт ансамбля «Сулико» из Грузии. Репертуар ансамбля отличается многообразием и различными жанрами. Исполняются как классические оперные хоровые произведения, так и народные песни, народный и городской фольклор в сопровождении народных инструментов, а также инструментального трио. В четверг в спорткомплексе «Триумф» состоится невероятное магическое шоу знаменитых иллюзионистов братьев Сафроновых. Сценическое шоу братьев Сафроновых – это самое масштабное иллюзорное шоу 2020 года. Невероятное фантастическое представление, не имеющее аналогов в мире. Магия сверхспособностей, грандиозные иллюзии и трюки и настоящее волшебство по-настоящему потрясет зрителей всех возрастов. В четверг театр оперы и балета покажет оперу Пучини «Мадам Баттерфляй». Трагическая история любви и верности, предательства со всей экспрессией раскрыта в опере через трогательный образ маленькой гейши Чио-Чио-сан, языком изумительной по красоте музыки в сочетании с восточной экзотикой. На этом у меня все. Пусть ваша неделя будет интересной. 1 марта вся страна будет отмечать широкую Масленицу. Народные гуляния в столице региона пройдут в Старом городе. Как всегда, программа обширная. Наш корреспондент Анастасия Кобузева узнала, как в этом году будет развлекаться народ. Какая же Масленица без чучела? Символ праздника уже готов. Правда, куклу сжигать в этом году, как и в прошлом, не будут. МЧС предупреждает, игры с огнем опасны. Как говорят организаторы, может оно и к лучшему, ведь сжигать такую красавицу жалко. Очень трудоемкая работа. Очень трудоемкая, потому что тут на механизм внутри этой куклы, да, чтобы она хорошо держалась, не падала на людей, там, ну, в целях безопасности. Ну и, конечно же, она должна быть красивой. Она очень красивая. А вот рост нашей красавицы какой? Рост нашей красавицы где-то 2,5 метра. 2,5-3 метра. Организаторы подготовили обширную развлекательную программу, подвижные игры, состязания на силу, театрализованное представление и, как всегда, пройдет традиционный конкурс блинов. Среди блинных столов будет проводиться конкурс самый, значит, кружевной блин, самый тонкий, самый большой, самый толстый и, конечно же, на блинную стопку. Будет проводиться конкурс, ожидаемый уже всеми жителями, самый вкусный – это блиноед, то есть на поедание. Конечно же, будет конкурс проводиться на выпекание блинов. А завершится праздник в Старом городе флешмобом от барыни до хип-хопа. Участники акции будут танцевать с куклами на руках. Их называют масленками. А после их нужно хранить дома в самом заветном уголке и делиться с ними всеми проблемами и невзгодами. И эту масленку в день следующего года Масленицы он должен обязательно, как по поверьям, по традиции, по поверьям, утопить проруби, сжечь в безопасном месте. Вот этот вот обряд, он говорит, сулит о благоденствии в будущем. А вот иностранные студенты Северо-Восточного федерального университета Масленицу уже отметили. Главный символ праздника – блины они приготовили сами по традиционному русскому рецепту. Ели их со сметаной, вареньем, сгущенным молоком и медом. Вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. Очень вкусные. Это ягоды? Бенджамин из Австрии блины испек сам. Говорит, что ничего сложного нет. Что-то подобное он готовил у себя на родине. В Австрии есть тоже блины, называется палачинки. Они вкуснее, чем русские, или русские вкуснее, чем австрийские? Русские, конечно, вкуснее, чем австрийские.
А вот Лидии из Кореи пришлось немного помучиться. Но, как говорится, первый блин всегда комом. Это было чуть-чуть тяжело сначала, но потом хорошо случилось. И я хорошо пекла блины. Я очень рада, что я сейчас участвую на Масленице. Многие иностранные студенты впервые узнали о таком празднике, как Масленица, но веселились так, как будто бы отмечают ее уже много лет. В игры играли, хоровод водили и песни пели. Проведение Масленицы для иностранных студентов в Северо-Восточном федеральном университете стало доброй традицией. Как говорят преподаватели, это сближает студентов, но самое главное – изучение языка невозможно без погружения в культуру. Анастасия Кобызева, Григорий Николаев, Якутск. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.